Да, здравствуйте. А от є така заява, так, що кораблі ці нам прийшли без належного устаткування, яке на нього було. От які подальші мають бути кроки? І чи дійсно можна зараз якось нам вимагати, щоб нам компенсували чи повернули це обладнання? Ну, действительно, корабли пришли разукомплектованные. Часть предметов и вещей, которые находились на кораблях, были изъяты в ходе следственных действий еще зимой и весной. Это касается радионавигационного оборудования, это касается боеприпасов, это касается штатного расстрелкового вооружения, которые были на кораблях, личные вещи моряков. И впоследствии стало известно после возвращения, что корабли также были повреждены, и на них отсутствуют какие-то предметы, которые не вошли в список вещественных доказательств. Естественно, необходимо проводить оценку этого ущерба, экспертизу этого ущерба, и впоследствии, конечно же, данные сведения необходимо будет представлять в арбитраж Международного трибунала ООН по морскому праву, который в ходе рассмотрения этого дела в конце концов будет принимать решение о размере компенсации, которую обязана будет выплатить Российская Федерация Украине. И весь тот ущерб, который был причинен этим кораблям, должен в том числе быть в общем объеме суммы компенсации. Ну, а взагалі ми можемо сподіватися на те, що це обладнання демонтоване буде нам повернено? Гарантий никто не дает. Что касается тех предметов, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств, их судьбу определяет до поступления дела в суд следователь. После поступления дела в суд судьба вещественных доказательств разрешается судом при вынесении итогового решения, то есть приговора. Как правило, вещественные доказательства передают по принадлежности владельцам, но в некоторых случаях их могут уничтожать. Что касается радионавигационного оборудования, то на катерах стояло американское оборудование, которое, безусловно, представляет интерес для российских военных. Я не думаю, что они будут его возвращать.